Самое благородное дело в жизни человека – это воспитание ребенка. Если ребенок получил достойное воспитание, то он, подобно дереву, стремится ввысь для достижения своих целей. Среди снежных гор Нарынской области раскинулась благодатная Джунгарская долина. Одной из достопримечательностей района является школа-гимназия имени Таттубүбү Турсунбаевой, которая по праву считается островком русской речи и культуры, так как обучение в школе ведется полностью на русском языке. До 1936 года школа «Чаек» была начальной. Классы размещались в трехкомнатном доме. В 1940 году школа стала шестилетней, а в 1946 году завершилось строительство новой школы. С годами количество учащихся в русских классах возросло, поэтому в 1958 году была открыта 8-летняя школа «Москва» с русским языком обучения. Именно с этого момента начинается славная история школы-гимназии имени Таттубүбү Турсунбаевой. Почти 90-летняя история школы – это история педагогического творчества ярких, талантливых и самоотверженных учителей. В 1988 году было построено новое трехэтажное здание проектной мощностью 1200 ученических мест, в котором мы обучаемся по сей день. В 1994 году школа «Москва» была переименована в школу имени Таттубүбү Турсунбаевой, а в 2010 году школа получила статус гимназии, где ведется углубленное изучение всех предметов гуманитарного и естественно-научного цикла. На нашей гимназии лежит особая ответственность – работа с одаренными детьми, которые однажды встанут у руля нашего государства. Разглядеть в ребенке талант и помочь ему развиться в полной мере – это главная цель работы коллектива гимназии. Также работа коллектива направлена на решение следующих задач: создание единого информационно-образовательного центра как необходимого условия для динамичного развития школы в современных условиях, совершенствование формы совместной деятельности и их содержания по формированию и стимулированию развития исследовательской компетентности педагогов, всестороннее развитие личности, формирование гражданина и профессионала своего дела. Процветание нашего государства напрямую зависит от неустанного труда наших учителей. Административную деятельность школы осуществляет директор школы-гимназии Айдаралиев Мирлан Ганиметович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Шейдеева Тилдыз Алмазовна и заместитель директора по учебно-воспитательной работе начальных классов Садралиева Эльмира Есентаева, заместитель директора по воспитательной работе Шакирова Гульзат Султанбековна, заместитель директора по методической работе Сыйналабдилова Кундуз Качкыновна и социальный педагог Алакова Сатина Джиналиева. Для осуществления образовательной деятельности в школе-гимназии имеется 43 учебных кабинета, 1 компьютерный класс, актовый зал, учебная библиотека, библиотека имени Белима Караулова, столовая, методический кабинет, спортивный зал и футбольное поле. В школе функционирует 7 методических объединений: физико-математическая кафедра, естественно-научная кафедра, кафедра русского языка и литературы, кафедра английского языка, кафедра кыргызского языка, политехническая кафедра и кафедра начальных классов. Учителями этих объединений проводятся открытые уроки, предметные декады, внеклассные мероприятия, семинары, подготовка школьников к районным, областным и далее республиканским турам олимпиад. Самым значимым достижением школы являются победы в конкурсах общеобразовательных учреждений республики. Это 4-е место в республиканском конкурсе «Лучшая инновационная школа», 1-е место в районном конкурсе «Лучшая школа района», награждены путевкой в Дубае, 2-е место в областном конкурсе «Лучшая школа»,
Первое место в районном конкурсе «Лучший класс» 2013, сертификат на 30 тысяч сом. Первое место в районном конкурсе «Лучший класс» 2014, сертификат 100 тысяч сом. Первое место в районном конкурсе «Лучший класс» 2015 награждены комплектом интерактивной доски. В гимназии работают 79 педагогов, 16 из них – отличники народного образования Кыргызской республики. Также среди ведущих учителей гимназии 2 заслуженных учителя Кыргызстана – это Шопокова Мыскал Шопоковна и Джунушалиева Зинат Джунушалиевна. 1 член Ассоциации историков Кыргызстана Ибраимова Светлана Мангыевна. Победитель республиканского конкурса «Учитель года» Курманова Гульзат Асановна. Победитель международного конкурса «Россия и Кыргызстан. Территория доверия и дружбы» Мамбеталиева Айгуль Кадыровна. Участник республиканского конкурса Чыңгызу Айтматову 95 лет Молдосариева Шаир Чумалиевна. Участник республиканского конкурса «Лучший классный руководитель» 2024 года Кадырова Айгумиш Айдарбековна. Победители районных конкурсов «Учитель года» 2022 года Молдалиева Мунара Умирзаковна и «Учитель года» 2023 года Тускуналиева Гульнура Эргалиевна. Самое главное богатство школы – это наши ученики, среди которых очень много одаренных детей. Наши ученики являются победителями районных, областных, участниками республиканских олимпиад. Адылов Адилет получил золотой сертификат 2022 года от президента. Тойчубекова Мунара подтвердила тест Алтын Тамга, получила золотую медаль и аттестат с отличием. Тахиров Темирлан и Тургумбекова Айджаныл получили аттестаты с отличием. На протяжении многих лет наши выпускники получают высшие баллы по ОРТ. Абышев Джодат 203 балла, Калыков Алишер 201 балл, Бакытбекова Кызайым 196 баллов, Калыкова Акылай 193 балла, Джумабекова Сайкал 184 балла, Керимбеков Ислам 184 балла, Турдумамбетова Сезим 196 баллов, Талайбекова Сырга 194 балла, Эрик Улуеркин 193 балла. Регулярно ученики школы принимают активное участие в различных предметных онлайн-олимпиадах, математических олимпиадах АКМО, олимпиадах Билимкана. Ученик 5 класса Арзиев Актан, участвуя в математической олимпиаде Коперникус, став финалистом, завоевал поездку в Америку. Медетбекова Айджамал и Масылбекова Сайкал, став победителями областной предметной олимпиады, стали участниками республиканского тура. Целью воспитательной работы школы-гимназии является постоянное совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. Почти все учащиеся школы активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, которая выражается в возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. Во главе ученического самоуправления стоит президент, избранный самими учениками. Под его руководством работают министры образования, культуры, внутренних дел, здравоохранения, информации, спорта и правопорядка. Эффективность деятельности органов ученического самоуправления влияет на развитие личностных качеств учащихся. Воспитательная работа проводится по следующим направлениям: гражданско-патриотическое воспитание, физическое воспитание, трудовое воспитание, правовое воспитание, нравственное воспитание, эстетическое воспитание, экологическое воспитание и работа с родителями. Проводится работа по профилактике правонарушений. В течение года проводятся тематические линейки, классные часы, круглые столы, диспуты, конкурсы творческих работ учащихся к праздничным датам,
трудовые десанты по уборке и озеленению территории. Организовываются и проводятся дни открытых дверей, различные акции. День борьбы со СПИДом, мы против насилия, Международный день борьбы с туберкулезом, мы за мир без терроризма и другие. В школе стало традицией проведения таких праздников, как День учителя, День пожилых людей, День защитника Отечества, праздник 8 марта, День матери, День Победы. В целях обеспечения безопасности учащихся на дороге, профилактики употребления психотропных веществ организовываются встречи с представителями госавтоинспекции, ИДН и медицинскими работниками. Одно из направлений воспитательной работы – это работа с родителями. В настоящее время в школе работает программа «Ата-энелер Мектеби». «Ата-энелер Мектеби» – это программа для улучшения качества знаний учеников с привлечением родителей. Цель – укрепление традиционных семейных ценностей, связи между школой, родителями и детьми. В рамках данной программы проводятся различные мероприятия с участием родителей. Это повышает профессиональное мастерство классных руководителей, также повышает педагогическую культуру родителей, раскрытие творческого потенциала родителей и усиление роли семьи в воспитании детей. Физкультура и спорт в нашей школе имеют серьезное и важное значение. Это по-настоящему сила и здоровье нации. У нас созданы все необходимые условия для занятия спортом. Имеется спортивный зал, на базе которого организована работа различных спортивных секций и кружков. В школе большое внимание уделяется сохранению здоровья учеников, родителей и учителей. Все они активно участвуют в различных спортивных мероприятиях. В школе регулярно проводятся дни и недели здоровья, различные спортивные праздники «Папа, мама и я», «Спортивная семья», межшкольная спартакиада и множество других. Мы гордимся своими спортивными традициями. На протяжении многих лет наша школа занимает призовые места в спортивных соревнованиях районного и областного масштаба. За всю историю школы ученики завоевали множество призов и наград. В этом году, участвуя в областном этапе школьной лиги, по шахматам заняли 2 место, по баскетболу 3 место, 2 место по строевой подготовке и 1 место по спортивной стрельбе. На протяжении многих лет гимназия работает с проектами международных организаций, таких как Фонд Сорос Кыргызстан, Глобальное образование, 100 инновационных школ Кыргызстана, Фонд за международную солидарность, Россотрудничество, такие проекты, как «Мое процветающее хозяйство», проект «Вода, санитария, гигиена». Благодаря этим совместным проектам наши ученики принимают участие в различных учебных программах и конкурсах. В настоящее время ученики начальных классов являются участниками проекта USAID «Окул Керемет», который направлен на улучшение качества обучения по чтению и математике. Учителями применяются различные стратегии проведения уроков. В школе проводятся открытые уроки и внеклассные мероприятия по данному проекту с применением различных стратегий, таких как, например, литературные кружки, интерактивное чтение, семинар Сократа, «Похвали, спроси, исправь», ротация по станциям, многоуровневые задания, меню читательских отзывов и много-много других. Благодаря этому проекту уроки в начальных классах проходят интересно и плодотворно. Подводя итоги, хочется сказать, что в нашей школе работоспособный педагогический коллектив. Здесь есть все условия, позволяющие совершенствовать педагогическое мастерство. Ведется работа по распространению передового педагогического опыта. В результате неустанных исследований и упорного труда учителей наша школа имеет высокий авторитет и сохраняет статус гимназии на протяжении многих лет.
Из стен школы вышли бизнесмены, политики, люди творческих профессий. Это доктора наук Уморов Роман, Матыев Эркинбек, Терезбеков Канат, депутат Турчурорку Кенеша Дамира Ниязалиева и Джерхал Турскулов, врач-нейрохирург Турамбаев Бакыт и многие другие. В настоящее время здание школы-гимназии имени Турсумбаевой находится на капитальном ремонте. А это значит, что начинается новый этап развития нашей школы, потому что она всегда будет надежным оплотом знаний не только нашего района, но и республики в целом. Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения. Надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее.